привет, Алибек. Я рад приветствовать тебя на Кавказских минеральных водах. Наконец-таки ты приехал к нам домой, и нам удалась такая возможность снять небольшое интервью о тебе. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Меня зовут Алибек, мне 32 года. Вот, рисую, работаю. Приехал в отпуск. Естественно, заехал к тебе в гости. Очень приятно. Также вот у нас приятная встреча. Ты приехал с Казахстана, если я не ошибаюсь, да? Скажи мне, как ты вообще уехал в такой далекий край? В город Астану, совсем в другую страну. Как ты туда попал? С чем связан этот переезд? Пригласили, увидели мои работы, пригласили. Я попробовал, прошел некую стажировку. Вот. Понравилось, и вот работаю в сувенирной компании. Они чем-то занимаются именно в производе сувениры с твоими картинами? Само национальное, это такое этническое, национальное. Казахстан, он же многонациональный и разное. Ну, в основном это именно отличается именно таким этническим. Тебе нравится работа твоя? Нравится, когда ты можешь придумывать, и то, что ты придумывал, оно все воплощается. Это, мне кажется, такая работа прям специально для меня. Ну хорошо. Скажи мне, вот сейчас мы находимся в этом прекрасном городе Кисловодске. Скучаешь ли ты по дому? Ведь Астана — это совсем другая страна, с другим менталитетом, другое расположение, климатические условия. Скучаешь ли ты по дому? Расскажи, пожалуйста. По дому я, естественно, скучаю. Запах полыни. В принципе, в Астане тоже есть полынь, но в самом городе полыни нету, и в городе более другой климат. По родине скучаешь больше по семье, по родителям, по дочери. А так сказать, что какое-то конкретное отличие не вижу. Есть, конечно, в менталитете, в плане, что на Кавказе все темпераментные. Мне нравится то, что спокойно, в плане отношений людей. Я могу спокойно работать. Может быть, моя эмоциональность как-то выделяет меня. Ну, как-то больше людей меня узнают там, нежели в России. Художник Алибек Кайлакаев рисует свои картины рапидографом на бумаге и акриловой тушью. Хорошо, Алибек. Расскажи, пожалуйста, немного о своих картинах. Кто герой твоих картин? Кого ты или что ты рисуешь? Это в основном выдающиеся личности, полководцы, князья, цари, ханы. Почему именно исторические персонажи, именно конкретные личности тебя вдохновляют нарисовать их на бумаге? Что тобой движет? Во-первых, они меня вдохновляют. Во-вторых, когда я вижу в них какие-то такие качества, сильные духом, я получаю от этого удовольствие, когда я собираю образ, допустим, какого-нибудь хана. Я собираю образ, и мне бы хотелось бы, создавая этот образ, рисуя это, мне бы хотелось бы быть чем-то похожим. Мне это придает силы. На этих героев ты хочешь как-то равняться, да? Похожим, как бы любой художник, он рисует что-то свое в этом, ну как бы подсознательно. Но также хочу, допустим, показать молодежи, что были такие герои, чтобы люди интересовались историей. Люди, увидев, потом читают. Любовь к истории ты хочешь пробудить людей, да? Да, любовь к предкам. Есть такая поговорка, что не зная свою историю, нельзя построить своего будущего. Я думаю, что это ключевая такая фраза, полностью анализируя твое творчество. Но сам за себя я не могу сказать, но мне в основном так и говорят. Я увидел, потом почитал. Это нормальное явление, думаю. В коллекции картин Алибека Кайлакаева такие исторические личности, как Атилла, легендарный вождь гуннов, объединивший под своей властью варварские племена от Рейна до Северного Причерноморья и вторгшийся в Римскую империю, V век. Великий князь Александр Невский, XIII век. Русский полководец, покрытый воинской славой и канонизированный церковью сразу после смерти. Человек, чье имя продолжало вдохновлять поколения. Казанская царица Сююмбике со своим сыном.
Вокруг нее сложено много легенд, но многое известно и с достоверной точностью. Правительница Казанского ханства, 16 век. Чингисхан, Темуджин, основатель самой крупной в истории человечества империи, 12 век. Великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племена и организовавший завоевательные походы на Китай, Восточную Европу, Среднюю Азию и Кавказ. Иоанн IV, более известный как Иван Грозный, 16 век. Великий князь Московский и всея Руси. Первый царь России, реформатор, военачальник, мудрый политик. Александр Македонский, Александр Великий, легендарный полководец, создатель крупнейшего государства древнего мира, ученик Аристотеля, IV век. Эдиге, темник Золотой Орды, в конце XIV – начале XV веков, основатель династии, возглавивших Ногайскую Орду, властелин Золотой Орды в начале XV века. Скажи мне, пожалуйста, как ты подходишь к выбору своих картин? Ты выбираешь какого-то определенного персонажа, анализируя историю, или же эти сюжеты приходят тебе в голову спонтанно как-то, или какие-то другие факторы влияют на выбор картины? Но как бы не скажу спонтанно. Тех, кого уважают, всегда помнят. И интересно, почему именно Невский. Ну, начнем с Невского, допустим. Читаешь, интересуешься, и почему такой след в истории оставил. Отец у него был Всеволод. Его отца уважали. То есть определенно какая-то историческая хроника влияет на выбор какого-то персонажа, да? Его жизнь или жизнь его семьи, то время, в которое он жил, и последствия, род деятельности человека, наверное, все-таки играют роль. Нет? Знаешь, как это я, допустим, читаю о нем, да? Книги какие-то, да? Летописи? В основном интернет, летописи, да, летописи. Читаю, и бывает такое, что прям хочется изобразить. Так как у меня, естественно, как у нормального человека, есть разные друзья, разных национальностей. Среди русских есть тоже друзья, которых я очень уважаю. И в них я тоже вижу каких-то героев, а тут на руку их знаю, и тут Невский. И это мне помогает более понять русский дух, чтобы изобразить того же Невского. И толкает то, что он сохранил народ свой. Именно любовь к своему народу, церкви. Вот там хорошо описывается о Невском, как он православие сохранил. И очень, знаете, приятно, когда князь с таким благородством, он был мудрый, и, понятно, времена разные были. Дань платили, то это, среди вот этого всего трудности, да, человек сохраняет свой народ. Приятно таких людей изображать. Вклад таких героев, конечно, твоей картины неописуем. Они сыграли огромную роль в истории, особенно Александр Невский, потому что он был великим князем, и недаром его считают святым. Скажи мне, Алибек, что для тебя искусство? Как ты понимаешь это? Мы, наверное, художники все видим по-другому. Во-первых, это банально, да, это слово искусство. Слово искусственное. Мы создаем, мы творим, создаем. То для меня искусство – это самовыражение реальности, моего отдельно от духовного мира. Искусство все видят по-разному. Для кого-то это просто создать красоту. Для меня лично это искусство должно нести свет. Такое часто у нас встречается. Искусство должно нести свет. Помимо этого, оно должно нести пользу. Вот судьба выбрала меня, я именно искусством хочу как бы повлиять на людей, на что-то? Какие-то темы ты пытаешься затронуть или что? Да, бытовые темы. Может быть, это будет громко сказано, воспитать. Воспитать людей. Что вот есть темная сторона света, я выбрал свет. Хотя иногда приходится что-то такое делать сюрреалистическое или психологическое, если в этом плане. Скажите мне, Алибек, я читал ваше интервью в газетам, которые вы давали, и вы не один раз упоминаете Бога. Для вас духовность играет какую-то роль,
Что вы можете сказать по этому поводу? Жизнь это как чудо, потому что вот эти такие чувства, как любовь, что движет нами, звезды, все это. Есть у всего этого один Создатель. Почему я так вспоминаю? Я всегда боюсь грешить, больше делать полезного и больше получаешь от Всевышнего хорошего дары. То же самое в творчестве, способности, то же самое, когда рука хорошо движется. Бог дает всем талант, дар. Я это понимаю, я это и поддерживаю. Я стараюсь это делать и больше набрать мудрости в старости, чтобы моя вера еще больше она усиливалась. Укреплялась, да? Укреплялась, да. Сама жизнь, само рождение человека, если даже взять юность, детство, да, для меня было вопросом, откуда мы такие с разумом, что-то делаем. Это же чудо, это рождение ребенка, отношения человеческие, доброта человеческая. Это так уникально, человек, он может, не то что может, он обязан верить. Есть чудеса. Это наша жизнь. Жизнь это и есть чудо. Скажите, Алибек, как вы относитесь к курению, к алкоголизму? Абсолютно отрицательно. Лично мне это мешает развитию. Мне кажется, человек должен со временем, с возрастом усовершенствоваться, развиваться. А пагубные привычки, они всегда влияют отрицательно. И, естественно, как мы многое знаем, что художников загубило там алкоголь, наркотики всякие, наверное. Я об этом думаю так, я пришел к этому. Я лично не хотел бы умереть от рака легких или же от цирроза печени. Для меня это как бы так, не только для художника, как и для человека. Я хочу уважать себя, и этим я очень горжусь. Дай Бог, что Всевышний мне так помогает в этом. Я даже не могу сказать, что я искушаюсь. Просто для меня это какая-то что-то такое лишнее. Алибек, что вы, как художник, можете посоветовать тем молодым, только начинающим свое развитие, свои первые шаги в творчестве молодым людям, молодым художникам? Во-первых, уверенность. И самое главное – это цель. Поставить цель. Человек, который хочет научиться, допустим, элементарно рисовать, он должен поставить для себя цель, что он хочет это делать, и хочет это делать грамотно, красиво, с умом. Желание, остальное как бы... Желание, стремление, наверное, и уверенности. А что критика? Может быть, есть какие-то замечания по поводу критики? Ведь критика – это первая критика со стороны. Не реагировать невозможно. Можно просто делать, осознавать то, что ты делаешь. Главное, чтобы то, что ты делал, оно приносило пользу. А не просто там табуретку нарисовал, и это было как-то... Нет, если ты рисуешь табуретку, то нарисуй ты его как-то так со смыслом, чтобы какой-то там был прогресс в этом, что-то такое новое, интересное. Насчет критики, главное, чтобы то, что ты делаешь, это нравилось тебе и твоим друзьям. Это самое важное в работе. Если нравится, там, допустим, жене, брату, другу, твоему окружению, это значит, ты на правильном пути. А кто что говорит, это уже... Их только личное мнение, наверное. Это личное мнение, это или зависть, или еще что-то еще. Это такое, я особо болезненно отношусь и особо не стараюсь этого не видеть. Я могу критику выслушать именно... По техническим сторонам, наверное, да? Людей образованных, которые понимают в этом что-то. Образованных, потому что техническая сторона, каждый художник может по-своему сделать специальную ошибку. В техническом плане это ошибка, а ты можешь это специально сделать, чтобы то, что ты хотел сказать в этой работе, чтобы это было главным, чтобы это выходило, а нежели там можно... Техническую ошибку нельзя делать именно в архитектуре. Вот. А есть композиция, это самое главное. Допустим, ты можешь спеть плохо, но если это есть композиция, кульминация, там, эпилог, то тогда в целом работа получается, что нравится в основном людям. Как говорится, харизма, желание, и то же самое и в искусстве, в творчестве, и у писателей, я думаю, у всех одно и то же.
Алибек, скажите, а сколько в среднем уходит на рисование в среднем на одну картину? В основном это 1 неделя. А подготовка, допустим, к той или иной работе я подготавливаюсь морально, потому что ошибок в штрихах нельзя делать, потому что там уже не сотрешь ни с чем, ни водой, ни ручкой, ни краской. Тушь, она впитывается в бумагу очень сильно. Так, физическое исполнение, так где-то приблизительно 40-50 часов. 40-50 часов в среднем, да, так на В картину? среднем, да. Вот. Начинаю, допустим, с 9 и заканчиваю под утро. Ну, очень интересно. Так, когда тишина, Я- подготовка, она такая, то же самое. Я читаю, вдохновляюсь. Пока в голове я не увижу готовую работу, я не начинаю это делать. Вот скажите, Алибек, на протяжении всего интервью у меня приковала внимание ваша футболочка. На ней, я так понял, изображен один из ваших героев. Да? Можно пару слов об этом? Это Атила, вождь гуннов. Это подарок чья-то футболка или вы Нет, это как-то... можно приобрести на моем сайте. Еще заключительный вопрос о ваших будущих проектах. Может быть, какие-то планируются дальнейшие выставки или что-то? Можете об этом что-нибудь сказать? Ну, одна выставка прошла у меня в Астане. Я хотел бы еще более персональную выставку. Я очень надеюсь на Всевышнего, что вот в скором времени я еще буду делать где-то 2-3 выставки именно в Астане на историческую тему и постараюсь на более свои такие сюрреалистические темы. В Казахстане и в России планируются, да, Но выставки? сначала хочу вот в Астане раскрыть, показать все, что у меня есть. Но мы все ждем ваших выставок, Алибек, ждем ваших новых картин. Можете немножко сказать о будущих картинах, которые вы планируете нарисовать? Или же это какая-то небольшой секрет? Хотелось Рамзеса II изобразить. Немногих кого хочется изобразить. Ну, Рамзес II в голове, Тамерлан, Тамирис, есть еще одна царица, сакская царица. А также мне иногда хочется вот изобразить таких людей, как Майкл Джексон. Майкл Джексон? Да. Очень интересно. Это что-то новое в вашем творчестве, да? Я считаю таких людей, которые занимались при жизни благотворительностью, именно это такие мужские поступки. Спасибо, Алибек, за предоставленное интервью, за время, которое вы нам уделили. Очень ждем ваших новых работ. И еще раз спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.